Ты вообще знаешь легенду озера Искандар-Куль? Я как понимаю, там оно еще и ты Искандар, и ты обязан просто знать легенду озера Искандар-Куль. Да, вот правильно, именно Искандар-Куль, а не Искандер-Куль. Это любого Искандара бесит такое, когда называют его Искандером. Искандар-Куль, есть две, так сказать, самые такие большие легенды, как образование этого озера. Первое, это то, что там на месте Искандар-Куля находилось население, поселок, можно сказать, или кишлак, которые не поддавались македонскому, то есть оказывали активное сопротивление. И тогда он приказал, чтобы изменили русло рек и полностью затопить это все население. А вторая легенда говорит о том, что при переходе Александра Македонского его конь Буцефал попил воды, простудился и потом неожиданно забрался на скалу и спрыгнул прямо в озеро. И Александр Македонский оставил конюхов и охрану и ушел дальше, но очень горевал, что его конь, легендарный Буцефал, там утонул. Это легенда. И теперь каждое полнолуние этот конь выскакивает и вокруг Искандар-Куля бегает. Так, а вы там не были в полнолуние? Не, я бывал там в полнолуние, но коня не видел. Да. Всем привет! Это видеоподкаст «Три медведя» Роудкаст. В этом подкасте мы поговорим о внутреннем туризме в Таджикистане, а также послушаем монологи людей, которые непосредственно им занимаются. Для наших слушателей мы оставили ссылку в описании на видео, так как мы засняли нашу поездку и всю дорогу на легендарное озеро Искандар-Куль. Причем вашу поездку, не мою, я не ездила туда. Ну, так получилось, что мы поехали троем, мы были вынуждены это сделать, мы поехали не, как говорится, не шашлык, казан-мангал, мы поехали работать, поэтому подъем был в 4 утра, в 5 часов мы уже были возле офиса, и пока все проснулись, пока собрались, в итоге мы выехали где-то в 7 часу из города. То есть вы поехали на озеро осенью, холодный день для 3 кадров? Да, и именно осенью на Искандар-Куль нужно ездить. Ребята не были там раньше, это моя уже 5-я поездка на озеро. И я знаю точно, что летом там делать нечего. Ехать надо туда осенью. Самая красота Искандар-Куля, она осенняя. Летом все равно ты не будешь купаться в этой воде, она жутко холодная. Только зажаришься. Самое страшное, я там ни разу не была. Вот уже, это ужасно. Вообще, по-моему, проблема всего Таджикистана. Мы не ценим ту красоту, которую мы имеем. Мы даже ее не видим и не хотим увидеть. Вот в чем проблема. Хочу увидеть ее. Вот сейчас я просто смотрю кадры. Параллельно мы с тобой пишем подкаст, да. А я смотрю кадры. Так, вы поехали в сопровождении авто. Я вот не разглядела, как называлась компания, которая вам организовала тур туда. Да, это компания Трансавиа. Мы с ее руководителем Аки Хайдаром писали подкаст ранее в цикле «Бан или пропал». Ну и так получилось, что мы поехали по работе, и нам нужен был транспорт, и выход был один, просто вот уже есть знакомый, мы с ним созвонились, и вопрос был решен. Загрузили 3 медведей. Да. О боже, все там классно так. Какие кадры. Итак, пообщались, посмотрели, поснимали. Вы специально снимали такие кадры? Для чего? Потому что вам нужно было 3 кадра для вашей рекламы.
А вот эти кадры, которые сейчас мы можем смотреть, все они классные. Ну, мы же продакшн «Три медведя», мы всегда все снимаем. И решили так поснимать и сказали, а почему нет, может потом получится что-то из этого сделать. Вот мы... Не найдя очередного гостя. Да, собрали видео. Ну вот как раз сейчас мы посмотрим то, что мы также поговорили с Акиумедом про туризм, про то, как работается в Таджикистане. И вот сейчас, наверное, мы уже подойдем к нему, чтобы его послушать, его слова. А Акиумед это кто? Это сотрудник компании «Трансавиа». Водитель, скажи. Нет, ну, не водитель, он сотрудник. Сотрудник. То есть он... Просто он наш давний друг, он решился сам сесть за руль, чтобы поехать с нами. То есть он не водитель. Поэтому я так смотрю, что он довольно-таки просвещенный. Да, ну вот сейчас давайте посмотрим на его слова. Посмотрим или послушаем его Послушаем, слова? посмотрим. Из других компаний, да, трансфер. И для нас, и для, например, кто нанимал, было очень, не по карману, да, если так честно сказать. Те цены были, еще мы ставили, например, у нас за свои услуги было чуть-чуть, немножко дорого. Нашего гендиректора была мечта, да, например, создать и внешний, и внутренний туризм. Первые были, Искандер-Куль первый был. Остальные зимой в основном как его, Сафедура. Ага. Вот. И Самарканд, да, вот туда ехали. Они с ума сходят от наших гор. Вот они горы как бы им говорят, вот Таджикистан, когда вот они на самом деле горы видят, да, они с ума сходят, да. И, например, у американцев они как бы, у них мировоззрение, или как они видят они сразу эту гору видят, сразу имя дают этой горе. Вот эта гора похожа на это, да, вот так как бы они. В основном наши горы, например, вот сейчас на подъем поднимемся, да, они в восторге, да, вот, от водопадов, от речки. В Самарканд в основном едут, смотреть в их исторические а у нас почти исторического нету ничего, как в Самарканде. Но я им рассказываю, что мы уроженцы Самарканда и Бухары, что это наши земли были раньше. Вот. И это они тоже удивляются, да, почему так. Потом я рассказываю историю про топорного раздела земель наших, что таджиков выкинули в эту сторону Гисарского хребта до Памира в одни горы, чтобы мы выжили. И вот мы выжили, развиваемся. Я-то сам тоже родом из Бухары, бухарский. В основном, так говорят, с Европы больше едут. Откуда? С Чехии, с Венгрии. Так американцев возим, потому что мы же партнеры американского посольства, в основном у нас это заказы, и они дают. Американское посольство. Двое были с России, с Екатеринбурга, муж и жена. Мы их возили в Хаджиобиган. Они именно в Хаджиобиган приехали, чтобы отдохнуть. Не отдохнуть, они узнали, что здесь радоновый источник есть. Вот. И они очень мечтали, короче, в Таджикистане побывать. И вот приехали, мы им сделали тур. Где-то года 2 назад наши коллеги туда делали тур. Вот. И очень интересно. Вот здесь вот развить вот эту как бы в то направление, если развить туризм, было бы очень хорошо. Потому что ни
не везде такие есть места, где остались следы динозавров. Именно конкретные окаменевшие следы динозавров остались. И в тех вот, в основном, вот в Каратаге тоже очень есть места красивые, где кто мало знает, но вот делают туры, вот тоже наши коллеги делают туры на Пайром, это после Каратага, там Тимурдара есть и Пайром, два озера есть. И там вот тоже недалеко от Курана есть сеть водопадов, где-то 10-15 водопадов. Самый такой большой водопад где-то метров 30, есть и поменьше такие водопадики, но очень, очень красивые места. Вот, если человек туда попадает, он думает, попадает думает где-то в Африке или там где-нибудь в тропиках, да, вот, такое место там. Как говорится, есть в Таджикистане тоже такие места, где не выезжая из города, из республики, попадаешь в тропики. Ну, как говорят, таджики гостеприимный народ. Везде встречают очень хорошо даже. Туристы даже поражаются, да, как гостеприимно это. Ну, слова нет, нашему-то это, да, нету, да, как бы в словаре. Нет, не говорят. Всегда добро пожаловать. Накрывают дарсаханы. Гостеприимный, да, народ таджики. Последнее отдадут, чтобы довольный человек ушел. Иногда мне кажется, что на самом деле иностранцы знают больше о Таджикистане. Я вот уже сказала, что на Искандаркуле я ни разу не была. Я, в принципе, нигде, по большому счету, не была. Памир, Худжант. Я, к сожалению, Памир еще не был. Худжант весь изъезден вдоль и поперек, и все, что есть рядом. Я, наверное, только в Памире не был. В Таджикистане, в принципе, я уже везде практически побывал. Вот до Памира, дай бог, доберусь. А то, что иностранцы знают, я не знаю, для меня это загадка. Мы живем в маленькой стране относительно. То есть мы можем в течение дня из одной точки в другой переехать или 2 дней. Но мы этого не делаем. Мы все смотрим, что за рубеж куда-то уехать. Хотя у нас есть места намного красивее, интереснее. Грубо говоря, мы, не зная свой дом, пытаемся попадать в чужие дома. В отличие от иностранцев, которым интересен вот этот быт, чтобы приехать сюда, посмотреть на наши горы, на следы динозавров, на Искандаркуль озеро. То есть много мест, куда нужно поехать. Слушай, а может просто мы хотим комфорта? То есть мы понимаем, что вот, например, вдоль дороги я не видела ни одного туалета. Биотуалета я не видела ни одного. Они были, кстати? Туалеты были, но не био. Также мы там вдоль дороги видели аварию. Ну, слава богу, не без летальных случаев. Мы видели даже барана, растерзанного волками. Комфорт в чем заключается? Сейчас, в принципе, везде строят хостелы, везде строят отели. В тот же самый Искандаркуль, на его территории есть Зумрад. Там есть номера для семейных, для одиночек. Можно сделать кемпинг, если не холодно. Чуть выше Искандаркуля поехать ближе к озерам, там стоит целый отель. Мы просто об этом не знаем, нет той инфраструктуры, нет медиа. Мне кажется, очень слабая медиа про внутренний туризм. Чтобы показать, что есть такие места, надо поехать, это стоит столько-то, это интересно, это хорошо. Так, и мы сейчас пытаемся с тобой прорваться сквозь вот этот информационный вакуум, показать, рассказать о том, что есть суперский отель на Искандаркуле, есть классные номера. И вообще, можно было ли Таджикистан назвать, на твой взгляд, туристической жемчужиной Центральной Азии? Я думаю, можно и нужно называть, потому что в нашей стране относительно маленькой, летом ты можешь найти снег в Памире, ты можешь найти пустыню в Хатлоне, ты можешь найти красивую весну, даже летом, в Сагдийской области. То есть у нас все есть для этого. Все времена года. Все времена года параллельно
Но по поводу отелей, да, они не суперские, но, опять же говорю, я 5-й раз был на Искандар-Куле в течение нескольких лет. Сейчас там условия намного лучше, там просто скачок мгновенно. То есть раньше отдельный туалет был везде, да, а сейчас внутри каждого номера есть санузел, есть туалет, есть душевая, есть все. И так везде сейчас строят. Но, опять же, нет освещения всего этого. А дорога, я смотрю, как бы там пока не очень. Вы свернули с той дороги, да, которая соединяет Душанбе и Худжанд, и уже смотрю гравий. Ну, эта дорога... Местами асфальт. Местами асфальт советский, да. Но Москва не сразу строилась. Опять же, как мы это все будем делать, если мы деньги все вытаскиваем за пределы страны? Если бы развивался туризм в каждой точке, то всем было бы интересно проводить туда хорошие дороги. Если мы не хотим туда ехать, если мы сами туда не ездим, а приезжают раз в год иностранцы, то о каком развитии может быть речь? Деньги откуда брать? Слушай, а Россия в этом году в условиях пандемии топила за то, чтобы развивать внутренний туризм. Почему не случилось это в Таджикистане, как думаешь? Вот я чувствую просто и слышу как бы сообщение о том, что люди жалуются, те, которые зарабатывали на туризме, они жалуются на то, что у них нет в этом году никакого заработка. Это местные жители, которые продавали свои товары иностранным туристам, и до них никто не доехал, и в том числе таджикский турист. Ну, почему это случилось? Как ты думаешь? То есть, мне кажется, тут простая причина. В другом огороде трава зеленее, да, то есть мы всегда смотрим на что-то другое, считая, что там хорошо, где нас нет. Я вот сейчас смотрю, шикарный просто, шикарный цвет воды. Холодно, да, было? Очень холодно, но нам удалось поговорить с Аки Джумой. Замечательный мужчина, очень он там родился, там же работает. И вот давайте послушаем его, что он говорит о ситуации на Искандар-Куле, связанной с пандемией. Кстати, турбаза называется «Зумрад». Да. Прикольно. Искандар-Куль всегда рада гостям, туристам. Вот. Хоть откуда. Вот главное, мы хотели, чтобы наши таджикистанцы вот, и близкие наши соседи, что приехали, что посмотрели, вот, что у нас на высоте 2200 метров находится озеро Александра Македонского Искандар-Куль. Мы всегда рады гостям. Вот. И вообще туристы это сами такие люди, которые они все посмотрят и всему миру говорят, что вот есть такие места, такие уголочки еще не тронутые, которые есть, надо посмотреть. До пандемии здесь иностранцы очень много были. В этом году можно сказать, что почти что не были. То, что только из посольства, там все те туристы, которые могли приехать, они приехали. А так в этом году очень мало было. Ну, таджики тоже, они вообще-то очень мало приезжают. Все Таджикистан еще не знают, что вот такой уголок Искандар-Куль есть. Может, они не знают, может, у них нет возможности приехать. Но мы их приглашаем, пожалуйста, мы всегда рады. Но озеро Александра или Искандар-Куль, это знаменит. И вообще, я думаю, что если кто историю знает или прочитает, вот, особенно вот наши люди, которые в Таджикистане живут, они должны знать, что вот такое место есть. Вот обязательно надо посмотреть. Я думаю, что это
очень хорошее впечатление оставить этим. Можно посмотреть, у нас знаменитый здесь водопад Шаршара, 45 метров. Очень красивое место. Вот это надо посмотреть. Змеиное озеро рядом, и Панчашма. И тут еще пещера Александра Македонского. Вот находится вот у нас рядом, на другом берегу. Очень красивое место. Я думаю, что все не знают это место. Надо информация, надо рекламу, как вот сейчас говорят, надо делать. И донести до людей, чтобы они знали, чтобы в свое время, когда будет у них время, возможность, чтобы приехали, посмотрели, отдыхали. У нас тут места есть двухместные, трехместные, и национальные комнаты сделаны специально для семейный туризм или семейные, как сказать, чтобы они приехали, могли отдыхать. Все в комнатах: душ, ванна, туалет, телевизор. Вот. И то, что надо. Ну, я тут родился, я тут живу. Вот. Так что я бы, как бы сказать, не могу без этого. Вот я все время здесь нахожусь. Вот работаю здесь в Турбазе, Искандеркуль, в Сумрат. Уникальное место. Я бы сказал, чтобы все приехали. У кого есть возможность, пожалуйста. Мы всегда рады. Я всех говорю. Вот, раньше у нас, когда при Союзе, можно говорить, у нас приехали весь Советский Союз со всех республик. Была возможность у них. Центральный туризм был, они приехали, посмотрели эти места. Они знают, те, которые сейчас смотрят, они знают, что такое Искандеркуль. И вообще, где находится. В горах, кругом горы. Вот. Я бы сказал, чтобы все приехали, отдыхали, чтобы знали, что уголочек есть здесь. Мы всегда ради. Хушомадет. Мы всегда приветствуем гостям. Мы всегда готовы принимать гостей. Особенно наши близкие вот, соседи со всех бывших Союза и вообще со всего мира. Мы всех приглашаем. Пожалуйста, приезжайте. Мы ради вас. Сколько мы сможем, для вас все сделаем. Боже, какая красота, какой цвет невероятный у этого озера. И я так жалею, что я не поехала с вами. Сейчас не поздно? Нет, еще не поздно, но купаться опять же не получится. Ветер сильно, холодно. Хотя я один раз купался осенью, вот. Но я был под шофе. Судя по картинке, главное, ради чего вы поехали туда, это шашлыки и мангал. Это вас говорит зависть. А шашлыки и мангал, да, это нужно было сделать. Ну, что греха таить. Мы раз поехали, так уж давай. Не просто же весь день работать. Ну, мы весь день работали, снимали, замерзли. И почему нет? Милое дело. Причем, опять же, всем любителям такого отдыха мужского, скажем, шашлыками на свежем воздухе, ребят, езжайте, вам дадут все там. Там есть мангалы, там есть шампуры. Просто берите, пользуйтесь абсолютно бесплатно. Надо дрова, принесут вам дрова. Ради бога. На шашлыки милое дело. Сходили на водопад Змеиное озеро? На водопад мы не сходили. На наши Ниагару, как ее называют. Ну, он 43 метра. Там холодно было, мы до него не дошли. До Змеиного озера. Мы столько не выпили, да? Да. До Змеиного озера мы дошли. Почему он змеиное, я не понимаю, хотя там говорят, что очень много змей, так оттуда и название, еще даже говорят, чтобы туристы не подходили близко к Змеиному озеру, но когда мы пошли к Змеиному озеру, я понял, потому что там выскочила только одна змея с криком: это территория рыбхоза, частное владение. Мы дико удивились этому, то, что это наше наследие, как бы, но это, оказывается, рыбхоз, частная территория.
Вот такой змей выскочил и сказал: уходите отсюда, мы этого не сняли. Мы сняли, но не показали в кадре, потому что... Ну ладно, не будем змеи обижать. Да. Вот мы решили змей не обижать и отошли. Потом просто сняли дроном красоту всю эту. Пан или пропал, если соберешься путешествовать по стране? Однозначно пан. Впечатление моря, народ прекраснейший. То есть куда бы мы ни поехали, где бы мы ни были, везде нас встречают с распростертыми объятиями. Последнее готовы отдать. И да, таджики гостеприимны, да, везде так. И поэтому не надо горевать, что у нас пандемия, что мы не можем уехать в Анталию, что мы не можем уехать никуда, даже в ту же самую Россию. Мы можем спокойно путешествовать по стране, будто на своей машине, будто нанять ту же самую Трансавию, спокойно поехать всей семьей куда угодно. Поэтому, да, путешествовать по стране нужно, тем самым мы оставляем деньги в нашей стране. Значит, в следующий раз вы меня берете с собой? Нет, вы... Я захлебнулась, как это так? Вы очень... Если вы без телефона поедете, окей. А там связь берет-то? Не, если вы поедете целиком без телефона, поехали с нами. То есть... А вы ничего не увидите, будете смотреть свой телефон, вы будете опять кто-то в интернете не прав, ругаться, защищать чьи-то права. Самый актуальный сегодня. Да. Все, пока. Всем пока.